разрешается ли вам выполнить разворот на перекрестке по указанной траектории? Одно простое правило. Разворот на перекрестке только из крайнего левого положения. А перестроиться я могу и занять крайнее левое положение? Нет, пересекать сплошную линию разметки запрещено. Поэтому нельзя. Можно ли вам выполнить разворот по данной траектории? Этот вопрос я специально взял для того, чтобы отметить маленький нюанс. Запомните, разворот из крайнего правого положения разрешается только на такой дороге. Какой? На двухполосной дороге с двухсторонним движением, когда посередине присутствует прерывистая линия разметки. Если мы в данной ситуации будем разворачиваться из крайнего левого положения, то ширины полосы встречного направления нам не хватит для осуществления маневра. И нам необходимо будет применять задний ход. А задний ход — это опасный маневр, так как всего мы не увидим. Водителю предлагают на данном участке дороги сделать что? Включить правый указатель поворота, занять крайнее правое положение, уступить попутному направлению, уступить встречному направлению. То есть, если коротко сказать, уступить всем. И только если никому не мешаем, сразу, не забывая включать левый указатель поворота, осуществить разворот за один подход. Но разворот из крайнего правого положения разрешается только на такой дороге, на двухполосной дороге с двухсторонним движением. А на перекрестке только из крайнего левого положения. Начнем с обычного перекрестка, с одним пересечением проезжих частей, которое выделено красным. По какой из траекторий мы можем выполнить разворот? Пункт 8.6 правил дорожного движения гласит: поворот должен осуществляться таким образом, чтобы при выезде с пересечения проезжих частей транспортное средство не оказалось на стороне встречного движения. Значит, совершая разворот на данном перекрестке, мы можем двигаться как по ближней, так и по дальней траектории. Но стоит учесть, что двигаться мы можем только в пределах пересечения проезжих частей. Траекторию следует выбирать таким образом, чтобы не пересечь сплошную линию разметки или не заехать на пешеходный переход. Теперь рассмотрим перекресток, на котором больше полос движения. По какой из траекторий мы можем выполнить разворот на этом перекрестке? Как и в предыдущем случае, на данном перекрестке одно пересечение проезжих частей. Значит, мы можем выполнить разворот как по дальней, так и по ближней траектории. Кроме того, при выполнении разворота можно перестроиться в любую из полос, а не только в крайнюю левую. Давайте добавим к нашему перекрестку разделительную полосу. В этом случае на перекрестке будет два пересечения проезжих частей. Если водитель начинает выполнять разворот по ближней траектории, то при выезде с пересечения проезжих частей он окажется на полосе встречного движения. Продолжая такой разворот, водитель движется по полосе встречного движения, что грозит лишением водительского удостоверения. Поэтому на перекрестке с разделительной полосой водитель обязан разворачиваться по дальней траектории, чтобы не нарушить пункт 8.6 правил дорожного движения. Если же разделительная полоса не доходит до пересечения проезжих частей, мы можем выполнить разворот по ближней траектории, не выезжая на перекресток. Похожий перекресток с одним пересечением.
Но пересекаемая дорога с односторонним движением влево. Разворот разрешен как по малой траектории или по малому радиусу, так и по дальней траектории или по большому радиусу. Меняем направление одностороннего движения вправо. Разворот разрешен как по малому радиусу, так и по большому радиусу, то есть по дальней траектории. Добавляем разделительную полосу. Одностороннее движение влево. Разрешается разворот как по ближней траектории или по малому радиусу, так и по дальней траектории или по большому радиусу. Одностороннее движение вправо. Теперь между пересечениями встречное направление. Почему? Очень просто. Пункт 8.6 ПДД. И теперь автомобиль при развороте по малому радиусу упирается в кусок встречной полосы. И по большому радиусу снова попадает на кусок встречной полосы. Таким образом, на этом перекрестке в любой зоне разворот невозможен. Даже если ширина разделительной полосы около полуметра. В случае, когда разделительная полоса заканчивается намного раньше, чем начинается перекресток, безопаснее выполнить разворот сразу за краем полосы. Отдельно стоит рассмотреть разворот на перекрестке с трамвайными путями. Второй абзац пункта 8.5 правил дорожного движения гласит, что при наличии слева трамвайных путей попутного направления на одном уровне с проезжей частью, поворот налево и разворот должны выполняться с них, если знаками или разметкой не предписан иной порядок движения. При этом не должно создаваться помех трамваю. Значит, при отсутствии знаков и разметки водитель обязан выполнять разворот с трамвайных путей. Но, например, если мы добавим на наш перекресток знак 5.15 направление движения по полосам, то он предписывает нам выполнять разворот с левой полосы проезжей части. И напоследок поговорим о знаках, которые запрещают или не запрещают нам выполнить разворот на перекрестке. Знаки: поворот налево запрещен, направление движения по полосе прямо и налево, движение направо и налево, движение прямо и налево, движение налево не запрещают выполнение разворота. Знаки: разворот запрещен, направление движения по полосе прямо, движение прямо и направо, движение направо запрещают выполнение разворота. Вот в каких нам местах развернуться не можно. На любом переезде железнодорожном, на мостах, путепроводах и эстакадах, и под ними таких разворотов не надо. И в тоннелях, неважно ли светлых или темных, на любых переходах самих пешеходных, где 100 метров не видно ни взад, ни попутно, и в местах, где становится транспорт маршрутный. Там же и задний ход запрещается жестко, но и задом нельзя на любых перекрестках.